запечатлеть свой голос на века у каждого жителя Башкортостана есть такая возможность. Для этого нужно связаться с платформой LingvaDoc. Обсудим подробно прямо сейчас эту идею, а также главные заявления научной сессии и форума краеведов, которые состоялись в Уфе. Наш гость Юлия Норманская, ведущий научный сотрудник отдела урало-алтайских языков Института языкознания Российской академии наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией лингвистические платформы Института системного программирования Российской академии наук. Юлия Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сначала вот LingvaDoc. Да? Что могут сделать жители Башкортостана и что это даст? В настоящий момент LingvaDoc является онлайн-платформой, которая поддержана Министерством науки и образования. И она позволяет каждому человеку, каждому жителю России записать свой голос. Это можно сделать даже на обычный телефон, оптимально на iPhone в формате Wave, но можно и на обычный телефон, там теряются некоторые детали звуков, но это тоже будет очень информативно. Его можно подгрузить в программу под своим именем, пометить точку на карте, где находится ваша деревня, ваш район, ваш дом, описать, дать описание этого звука. Можно это сделать в формате Word, приложить файл, можно это сделать даже от руки пожилым людям и сфотографировать на телефон и подгрузить фотографию. Что люди говорят, можно записать на башкирском языке, можно дать перевод на русский язык, можно просто подгрузить свой голос, ту сказку, те истории, на своем диалекте. Ведь наши все населенные пункты характеризуются особенностями. Часто это особенности уникальны и никем практически не описанные. В настоящий момент, подгружая их в систему, вы сохраняете особенности своего говора, говора своих бабушек и дедушек, которые крайне важны. Далее это не просто будет храниться как в архиве, аудиофайл, который никто никогда не услышит. Да? Мы планируем запустить совместно с немецкими партнерами программу, сделанную с помощью искусственного интеллекта, которая будет этот голос нарезать на отдельные слова. Из них будет создаваться база данных вашего населенного пункта, и далее эта база данных с помощью специальных программ будет связана с базами данных других населенных пунктов, и будет обсчитано количество различий вашего населенного пункта и других населенных пунктов. Будет указано, что старое, древнее в вашем населенном пункте сохранилось в вашей речи, а что произошло новое. Вот, таким образом мы выходим на совершенно новый уровень описания языков, когда каждый житель сможет внести свой вклад в это, и это будет полностью обсчитано с помощью современных, наиболее новых искусственно-интеллектных методов. Скажите, пожалуйста, электронный адрес. LingvaDoc.ispras.ru. .ispras.ru. Да. Угу. Если вы вводите LingvaDoc, то у вас в поиске высветится наша платформа, и на ней есть в помощи полное описание, как это можно сделать. Интересно ли ученым Башкортостан, вот как регион, в котором проживают народы более 160 национальностей? Вот вы представляете, какая база это может быть, да? И какой эффект для ученых это может возыметь? Мы считаем, что это будет иметь эффект, иметь значение огромное. Это будет иметь значение, во-первых, для лингвистики. Никогда ранее не было такого сплошного опроса, изучения всех говоров, всех национальностей, всех особенностей. Это даст возможность установить, как происходили древние миграции, откуда, куда мигрировали люди. Это даст значение не только для лингвистов будет иметь значение, но и для генетиков, которые изучают гены башкир и посмотрят, как соотносятся эти гены с их диалектами, в чем их различие. Это будет иметь значение и для историков, которые по вот этим вот тому, какие особенности, например, если особенность в Северной Башкирии и в Восточной Башкирии выявятся схожие говоры, да, то ясно, что была миграция историческая из одного пункта в другой. То есть это будет иметь значение для всех гуманитарных наук, для изучения региона и позволит изучать не на глазок, не на основании одного, двух, трех слов, а на основании полного материала. И кроме того, каждый житель сможет зайти и посмотреть, что жители другого района, какой район себя проявил активно, как у них это. То есть это не будет голословным, это база, которая будет открыта каждому, да, и все могут посмотреть, какие имена, какие фамилии, кто как говорит. То есть это совершенно принципиально новый уровень научного знания. Юлия Викторовна, как вы оцениваете современные методы изучения языков и диалектов, вот северо-западного диалекта башкирского языка?
Здесь следует сказать, что нам как раз помогло вот компьютерные методы анализа с прежних памятников, архивных текстов. Да? Если анализ современных говоров этого диалекта показывает значительное сходство с татарским языком, то те архивные материалы, которые мы нашли, первые книги на северо-западном диалекте и ввели их в научный оборот, показали, что он был очень близок к восточному диалекту башкирского языка. Даже южный диалект отличался и был более близок к татарскому, а северо-западный и восточный были практически, отличались только маленькими деталями суффиксов. Это показывает, что нам важна не только современная речь, но все первые книги, первые записи, которые были сделаны особенно до революции, когда не было нормирования, именно они нам помогут установить древний образ диалектов и показать, кто с кем был связан. Поэтому в нашу программу мы также будем приглашать на форуме краеведов, загружать не только современные записи, но и все старые книги, старые записи бабушек, которые писали на диалектах. Также это имеет большое научное значение. Как вы относитесь к тому, что будут выпускаться научные материалы, сборники именно вот по этому диалекту? Я считаю, что если мы говорим о научном интересе, то этот диалект представляет очень значительный интерес. С другой стороны, конечно, я поддерживаю тех, кто говорит, что норма башкирского литературного языка не должна размываться. Этот диалект северо-западный, в нем изменения такие резкие произошли только за последние 100 лет. Еще 100 лет назад он был практически идентичен башкирскому литературному языку, поэтому мы не должны способствовать вот этому уходу, потере идентичности. Люди, конечно, безусловно, должны знать свой литературный язык и им хорошо владеть на достаточном уровне. Вы приветствуете выпуск учебного пособия? Вы знаете, здесь я хотела бы сказать, собственно, о том, как в настоящее время ведется преподавание в мире, да, в европейских странах, в Штатах. Оно опять ведется, опять же, на принципиально новом уровне, на уровне, который базируется на вот этих вот современных цифровых технологиях. Понимаете, в Европе существует институт, он финансируется европейским правительством, куда все вот точно так же сгружают свои данные. То есть мы не изобрели это уже существует в Европе. Несколько тысяч организаций туда сгрузили архивы, сами люди могут все прогружать. И на основании этих данных, на основании анализа корпусов создаются электронные учебные пособия, которые пишет не один человек, вот как он имеет представление, какой суффикс надо употреблять, да, и возникают споры, правильно ли он владеет, или он привносит нормы своего диалекта, а создается на основе анализа с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта огромных корпусов текстов, которые позволяют именно установить, как реально говорят люди, и исключить момент вот этого вот личного какого-то диалекта, личного интереса. Поэтому для создания вот такого учебного пособия нового уровня необходимо, конечно же, дальше работать с замечательным корпусом башкирского литературного языка, который был создан здесь, в Уфе, корпуса машинного обучения. Мы сегодня с коллегами по нему работали, в нем уже много миллионов слов с помощью специальных программ, специального анализа. И Институт системного программирования, который я представляю, имеет опыт таких работ. И мы будем рады сотрудничеству с Башкирией, чтобы помочь разработать учебные пособия нового уровня на основании существующего корпуса башкирского литературного языка. Будем ждать выхода этой литературы. Вот форум краеведов, да, что сегодня заботит специалистов, что сегодня обсуждаются, вот какие актуальные темы? Ну, актуальная тема для нас с точки зрения лингвистики – это, безусловно, готовность людей подгружать свои данные, свою информацию, свои сказки, свои фольклорные истории, загадки, пословицы. То есть возможность сплотить, как бы объединить весь народ в едином цифровом формате. Это возможность, которая предоставляется нам сейчас, на мой взгляд, она послужит как бы пониманию уникальности каждого села, его значения, его роли и места в Башкирии, и позволит людям сохранять свою идентичность, более ценить свои обычаи, свою речь, да, понимать ее место на уровне государства. Язык. Почему так важно его сохранять,
Вот ваше мнение, да, и это вопрос какого уровня, вот исторического, да, либо сохранения народов? Ну, на эту тему ведется достаточно много исследований в Европе, в Англии, и здесь я могу привести пример исследования, проведенного в Кембридже. Это было такое очень длительное исследование, его результаты следующие, они достаточно многоуровневые, то есть если человек в семье говорил до школы на одном языке, приходит в школу и осваивает другой язык, допустим, говорил на башкирском, осваивает параллельно русский, то на этапе первого класса, безусловно, как бы он много ни занимался, его словарный запас, речевые способности будут несколько ниже, примерно на 10%, чем речевой запас монолингва. Да? И на этапе первых классов он будет где-то, может быть, отставать. Родители боятся этого и стараются дать уже один язык. Но интересно то, что если этот язык сохраняется, если все годы обучения ведется обучение на двух языках, то по результатам студентов Кембриджа, это были ирландцы, которые учились на ирландском и на английском, и чисто англичане. Ирландцы все дали более высокий коэффициент творчества, сообразительности, мозговой активности по сравнению с одноязычными англичанами. То есть реально у билингвов более задействованы области мозга. У всех, которые сохраняют и активно используют два языка. Возможно, что Россия и ранее была на таких достаточно ведущих позициях в мире, потому что у нас очень много билингвов. Да, у нас реально в России их много, поэтому люди часто активные, очень творческие. Но если человек утрачивает свой родной язык, если уже, допустим, он говорил дома на нем, где-то с 3 лет старается его переводить на русский, то уровень его усвоения материала всегда будет отставать, потому что его надо усваивать через те области мозга, которые задействуют язык матери. Математику, все это через материнский язык должно идти сначала, а потом через государственный язык. Если это начинается через государственный язык, человек будет отставать. Поэтому очень важно это понимать на государственном уровне. И важно создавать государственную политику таким образом, чтобы была возможность у людей изучать свой родной язык, сдавать экзамены также на родном языке, чтобы это учитывалось в оценках. Например, в Европе, могу уже сказать о европейском опыте, в Финляндии, вот сейчас я нахожусь там на стажировке, приехала оттуда, там, если ты сдаешь не только свой язык, но еще и государственный язык, но еще и родной язык, то тебе добавляется столько же баллов. То есть, вот, допустим, финский язык и русский язык. Русский язык сдал на десятку, у тебя плюс 10 баллов к аттестату. А это значительно лучшие возможности для поступления в вузы. То есть, если у нас бы ввели такое, то, согласитесь, для людей это было бы очень серьезным стимулом. А почему это вводят европейцы? Почему они дают русским даже лучшие возможности? Потому что они знают, что КПД людей с 2 языками в жизни их страны принесет им большие бонусы. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Сегодня гостем программы «Интервью» была Юлия Норманская, ведущий научный сотрудник отдела Урало-Алтайских языков Института языкознания Российской академии наук, а также научный сотрудник, заведующий лабораторией лингвистические платформы Института системного программирования Российской академии наук. Учите языки, не забывайте свои родные языки и смотрите БСТ, не переключайтесь.